Здравствуйте! Сегодняшняя наша тема – это уровни организации биологических систем. Существует 8 уровней организации биологических систем, которые начинаются с молекулярно-генетического. Компонентом молекулярно-генетический уровень являются органические молекулы. Это нуклеиновые кислоты, белки, жиры, углеводы. Белки и нуклеиновые кислоты, они являются биополимером. Молекулярно-генетический уровень обеспечивает совокупность биохимических процессов, в нашем организме. И второй обеспечивает хранение и передача генетического материала. Второй уровень организации является клеточный уровень. А что такое клетка? Клетка – это элементарная и функциональная. Это элементарная и функциональная единица строения живых организмов. Компонентом является самим клетка, и клетка состоит из 3 частей. Это мембрана или оболочка, второй цитоплазма и третье ядро, которые они являются основным компонентом клетки. Вот это мембрана клеток, цитоплазма и ядро. Клеточный уровень организации обеспечивает регуляция клеточного метаболизма и деление клеток. Третий уровень организации является тканевой. А что такое ткань? Ткань – это совокупность клеток, и межклеточного вещества, сходных по
строению, происхождению и выполняемым функциям. Для животных и человека характерно 4 типа тканей, а для растений 5 типа тканей. 4 типа тканей — это эпителиальная, мышечная, нервная и соединительная. Компонентом тканевой уровень является совокупность клеток и межклеточного вещества. Тканевой уровень, так как мы сказали, существует 4 типа тканей. Вот эпителиальная ткань выполняет несколько функций, одной из которых является защитная. Нервная ткань выполняет передачу нервного импульса. Мышечная ткань выполняет сокращение, при котором обеспечивается за счет сокращения движение, то есть двигательная активность. 4 — это соединительная ткань, которая имеет несколько функций, например, защитную, трофическую и так далее. И другой уровень организации является органы. А что такое орган? Орган – это структурно и функциональные объединения несколько типов тканей. Например, кожа человека состоит из 3 слоев. Это эпидермис, дерма, гиподерма. Гиподерма по-другому называется подкожная жировая клетчатка. Например, кожа, да? Кожа, мы сказали, состоит из эпидермис, дерма и гиподерма. Эпидермис состоит из эпителиальной ткани. Дерма и гиподерма, они относятся к соединительной ткани. И они вместе образуют несколько функций, например, защитную. А также в коже образуется витамин D, также пигмент меланин и так далее. Другой уровень организации является организменный. А что такое организм? Организм представляет собой
целостную, одноклеточную или многоклеточную живую систему, способную к самостоятельным существованиям. Компонентом является что? Особь. Компонентом является кто? Особь, да? И процессом является индивидуальное развитие. Компонентом является особь, процессом индивидуальное развитие или онтогенез называется. Да? Другой уровень организации является популяционно-видовой. Видовой. Что такое популяция? Компонентом является сама популяция. А что такое популяция? Популяция – это совокупность организмов одного и того же вида, обитающий в одном ареале и свободно скрещивающих между собой. Популяция – это совокупность организмов одного и того же вида, обитающих в одном ареале и свободно скрещивающих между собой. И популяционно-видовой уровень организации осуществляется процессом, осуществляет простейшие и элементарные эволюционные преобразования. Другой уровень организации – это биогеоценетический уровень. Биогеоценетический уровень организации. Что такое био? Это живые организмы. Гео – это неживые природы, а ценоз – это взаимоотношения. Если проще говоря, биогеоценоз – это взаимоотношения различных живых организмов между собой со всеми факторами окружающей среды. Это взаимоотношения различных живых организмов со всеми взаимоотношения живых организмов между собой со всеми факторами окружающей среды.
Компонентом биогеоценоз являются живые организмы и факторами неживой природы. Живые организмы – это аутотрофные организмы и гетеротрофные организмы. Автотрофные организмы – это те организмы, которые синтезируют органические вещества. А гетеротрофные организмы – это те организмы, которые используют готовые органические вещества, синтезируемые автотрофными организмами. В биогеоценоз происходит что? Аккумуляция и перераспределение энергии. И последний уровень организации является биосферный. Биосфера – это самый высокий. Это самый высокий уровень организации на планете. Энергией для биосферы является солнечный свет. Энергией для биосферы является что? Солнечный свет. Компонентом биосферы является костное вещество, биокостное вещество, живые организмы, и последний биогенное вещество. Что такое костное вещество? Это те вещества, которые образуются без участия живых организмов, например, вода. Биокостное вещество. Это те вещества, которые образуются за счет живых организмов. За счет живых организмов и небиологических процессов. Примером является процесс почвеобразования, который впервые открыл русский ученый Докучаев. И последнее у нас идет биогенное вещество. Биогенное вещество – это те вещества, которые образуются за счет жизнедеятельности живых организмов. Примером является торф, каменный уголь,
нефть и так далее. Биосфера происходит круговорот веществ и энергии. Спасибо за внимание.